Друзья, всем привет! Раннее утро 19 октября. Еще позавчера мы вам сказали до новых встреч на канале Коми Рыбак. И вот она, наша новая встреча. На этот раз компания наша чуть поменьше. Я с Саньком выезжаем все туда же. Наша река Печора. На рыбалку, на охоту. Что получится? В общем, в избу. А там все видно будет, да, Сань? Сегодня даже грузу меньше, немножко относительно, немножко продуктов, немножко бензину. Взяли вот стиральную машину, чтобы домой не ездить на стирку для живцов. В общем, поехали. Поливал всю ночь дождь, по прогнозу сегодня целый день дождь, завтра дождь со снегом. В общем, не знаю, что у нас получится. Плащик одел, Санек что-то пока не стал одевать. Сегодня у нас и новый мотор вот. Тояма Токанава Марина. С Мариной сегодня поедем в избу, будет веселее. В общем, погнали. Встречаемся на проверке наших продольников. Вчера они были не проверены. Ох, рыба, наверное, там набилась. Сейчас мы это увидим. Поехали. Пока придешь. Так, ну что, друзья, вот и приехали мы к первому продольнику. Сейчас посмотрим, здесь что-то было, что не было. Привыкать к мотору. Сейчас посмотрим натяжечку. Живцов у нас маловато. Если что-то... Натяжечки не дать. Натяжечки нет, да? А что-то в стороне... Или туда течение бьет просто? Есть, да? Так, ну-ка. Камеру бы не уронить. А? Не, налим. Налим? Мне там вообще неудобно. Тебе придется одной рукой. Да, я буду тянуть. Ты... На, веревку дай. Не-не-не, за хвост надо, за хвост. За хвост пуши, да? Крючок зацепился у тебя. Блин, крючок зацепился, зацепи крючок. За голову бесполезно, он хвост все равно вывалит. Под мотор еще ушел. Тихо, это сачок не сломай. Не сломается, Не. Чегаз, да, они тут же где-то на болты, а болты вылетели, не закрутили, вон, смотри. Не, я ж понял, но я ж-то чувствую. Чувствуешь, что? Где то, Адян? Таниса, видишь, вот эти надо подтянуть, может вылететь. Ну, друзья, первый продольник и первый налим, правда, заставил попереживать немного. Железная троечка, точно. Че, Ершай, ты куда? Дохлых-то выкидывай и дохлых. А живцов-то нету пока, да. Ладно, сейчас посмотрим его. Открой личико, Гюль, читай. Покажись. Покажись зрителям, так не знаю, видно, не видно. Сейчас, вот так вот. Вот такой вот налимяка. Вот такой вот. Вот такой вот красавчик. Не сильно толстый, самец. Ну, трешечка точно есть в нем. Саня говорит, зацеп. Так, успокаивать не будем. Надо нам на веревку, на куканах, да, сохранить живыми. Так что попробую отцепить так его. Так, куда мы его кидать будем? Ведро. Ведро у нас полное. А второе целое. Пустое. Пустое-то так. Ох ты, за пищевод попался. Как еще он не умер? Тихо будь. Не могу я, не буду тебя успокаивать. Ладно, друзья, выключаемся. Первый продольник. Тогда тоже на первый был, да, сразу? Вроде. Не помню. Ну ничего, хорошо. Все как обычно. Сейчас распутаем, наживляем, закидываем и рыбачим дальше. Вот такая вот, друзья, погода. Валит снег с дождем, слякоть. А мы рыбачим. Мы вот ловим таких вот красавцев. Зимой зато холодно, лед долбить надо, а можно их, оказывается, по открытой воде ловить. Так, одеваю камеру на голову.
Лишь бы не потерять опять. А то упадет. И попробую капюшон так. Не закрылась камера? Нет. Так, это бери с собой. Ну, я хочу. Так, что-то типа вроде натяжка есть, но пока не понял. Сачок где у нас? На всякий случай приготовь. Ты чё? Натяжка вроде есть. Или от этих... От ершей, наверное. Дольник длинный, может быть. Что сейчас смотри, налим нету. А? Тут что-то, говорю, налима нету. Нету, но здесь пусто. О, живой гальян еще хорошо. Так, здесь у нас дохлый ёрш. Пусто, пусто. Вон налимчик был, вон здесь, оказывается. Ёршик. А, здесь? А, кулома, ну. А Здесь по-моему, дохлый пусто. есть. Да-да-да, я достану. Не гребись. Так. Ну, так чем мы кишите сес, господин? О, тяжелая артиллерия. А, тяжелая, да? Что-то натяжка охрененная. Походу налим там. Или что это? Что-то, мне чуйка кажется, что там налим. Куда-то дергает по-любому. Рыба есть. Вон налим идет. Так. Ох, какой он бойкий. Вот так вот. Вот и второй налимчик. Янцикадан. Так, ведро там открыто, да? Что он? За губу зацепился. Это фигня. Смотри, не поранься, чтобы крючок тебя не поранил. Это чуть поменьше. Это где-то двушка, наверное. Полторашка. Но все равно приятно. Главное живой и главное на месте. Главное, чтобы в палец крючок не воткнулся. Чиган сиди, кут, за губу держи. Блин, и убивать-то никак, да? А? И убивать-то никак, говорю. Надо, чтобы живые. Надо, чтобы живые все равно были. Такие херни, да? Вот, янцикадан. 2 налимчика уже есть. Верхний участок все равно кормит, да? Чуть меньше, полторашечка где-то, наверное. Вот, янцикадан. Дальше наживляем, отпускаем. Ух ты, грязи-то сколько! Грязи-то сколько! И течение туда уже пошло. Грязи накидало. Вода поприбывала немного, вон листья всякой срани тут накидала. О, это хороший продольник. Тут он много уже рыбы поймал. Этот груз я помню. Груз-то помнишь, да? Еще вчера смотрели ролик, как делал вскрытие налима. Так. Но сегодня вроде бы нифига интересного. Пусто. На этот раз пусто. Ну ничего. Не всегда коту масленица. Маленький налимчик, он в конце там барахтается. Если живой, то отпустим обратно. Если нет, так уберем. Вон какие гальяны провисели, так и нет. О, рот еще даже живой. Ртом еще дышит. Жопа умерла. О, и этот живой еще налимчик накрутил. Что с тобой прикажете делать? Отпустить. Понять и простить и отпустить? Нет, ты поболтайся еще, друг. Так, ну что у нас? Улов 2 налима, где-то около 3 и полторашки, может быть, кило 700, а? Забрызгала. Сейчас уберем. Встали на берег, Санек вычерпывает воду. У Сереги лодка-то не пропускала, это тоже немного пропускает. В общем, иду за живцами. Тут у меня был запас живцов. Ага, а хлебушек надо еще. Блин, без хлеба-то не залезут. Надо взять хлебушка, закинуть ловушки. Вон, мальки даже здесь плавают, возле берега.
Че, Саню? Потом чай попьем, наверное, да? Чай попьем ведь, наверное, да? Естественно. Вино схожу. Так, друзья, взял ружье с собой. Потому что здесь в этой яме, где у нас стоят ловушки на малька, бывают утки. Вода открытая, непогода, кряква может спокойно сюда сесть. Так что будем готовы. Пока ведро оставляем. О, проморгал 4 штуки. Не успел, там взлетели. Была утка, 4 штуки. Я даже не слышал, как они взлетели. Я просто уже увидел, но было далеко и через кусты. Так что тю-тю. Утка была. Если серая утка еще здесь, пару дней еще точно утки не будет. Ну, ждем морозу на северах, чтобы толкнуло все. Кряква еще может остаться в кустах и улететь в последнюю очередь. Так что одной рукой ружье держу наготове, лишь бы не навернуться здесь по сырой траве. Очень скользко. Шел без перчаток, руки закоченели. Это чертова болезнь еще, бронхи не дышат, дышать тяжело. Ай. Ну вот, не повезло нам с утками. Посмотрим наши ловушки. Так, смотрим, что нам дала раколовка. И потом вот еще 4 5-литровые ловушки. О, раколовки есть. Это здорово. Немного. Ну, штук 20, наверное, есть. Летело. О, и налимчик даже один. Вот здесь тоже налимы живут. Мелкие только. Хоть бы покрупнее влез, что ли. Этого мы, наверное, не знаю, отпустим, не отпустим. Или пойдет вместо живца. Пойдет. На крупный крючок нацепим его. И пойдет. Блин, если сейчас не убежит, убежит, дай бог с ним. Единственное в раколовке минус — это плохо вываливать их отсюда. Ну и вторая парочка пятишек. Сейчас глянем. Ни о чем. Три малечка. Вообще ни о чем. Офигеть.
Вот это да. Проверяешь каждый день, вылетает хорошо. Проверяешь раз в неделю, вылетает обратно, видать. Ну-ка, здесь что? Маленький окушок и 2 малючка. Да. Не жарко? Бля, без комбикорма-то в ловушке не хочет рыба лезть. Был бы сачок, тюрьма была. Я говорю, был бы сак, вот этот раскладной большой, я бы сейчас хапнул там полмешка. Это. До хрена малявок, а в ловушках нету. Ружье спрятать пока до конца. До конца оно уже намокло вообще-то, но чтобы с него не текло хотя бы. Вон. Немножко взяли живцов с тюрьмы. Тут то, что раньше ловил. Ловушки пустые. Без комбикорма что-то не хотят залезать. Да был бы сачок, можно было бы черпануть. А сачка мы не взяли. Почему-то я думал, нафиг нужен сачок, и так залезут. Каждый день проверяешь ловушки, каждый день в ловушках есть. Вот неделю стоит не проверять, они, видать, обратно выходят через эту дырочку, блин. Так, что у нас сегодня? По 100 грамм. На чаю. 100 грамм чаю, да? Сегодня на чай перешли. А ты еще хочешь, чтобы рыба клевала. С чаем рыба не клюет. А там не чай, там шиповник. Витаминчиков. Доктор сказал, лечиться надо. На 2000 опять лекарств выписали. Я говорил, шиповник бесплатный. А пользы, наверное, больше, да? Ну, конечно. По-любому. Сюда можно будет удочку закинуть, клеточку, когда рыба начнет шевелиться. Рыбы нет, кончилась рыба печори. Мы на коржика не вам? О, да мне обязательно. Те-то в упаковках не будем, у тебя коржи в пакете, да? Да. Упаковки не будем, наверное, пока открывать. Потом все это сырое будет. Крошки будут, ну. Да и Сейчас, сырое. сейчас надо в избушку высушиться сначала, наверное. А. Самодельные коржики? Ну да. А в интернете постоянно тоже раньше коржики брал. 9 копеек вроде было, или 10. Ну давай. Приятного аппетита. Ну, горячее все. Ладно. Так он просто не сладенький. Так. Второй участок, где у нас 2 продольника. Приступаем к проверке. И по ходу пусто. Хотя вон напутано все. Налим был. Видишь, Саш? Что-то напутано. Что-то было. Вон, видишь, вон? Да. Что-то было и уплыло. Гальян живой. Правда, непонятно. Вот этого ёршика, может быть, цапнули, попали. Неясно ничего. Живцы на месте. Но запутанный продольник. Проверили наши удочки. Попала одна щука. 1 сиг, 1 окунь. И все, да? И все. И пустота. Так, живчики где у нас? Лишь бы не подохли они до того момента, пока их в тюрьму Посадили. нормально. Ух ты, ерши уже дохнут. В первую очередь ерши. В общем, все понятно. Да? А ерши в соплях своих задыхаются. Нет, ну время-то не прошло там. А пофиг. Ладно, все как обычно. Наживляем, отпускаем. Так. В прошлый раз здесь на этом продольнике налим сидел. Или висел, или лежал. Непонятно. Да. Плавал, короче. Сейчас что-то пока не видно никого.
Нашего окуня никто не съел. Ерша никто не съел. Никого никто не съел. Пусто. Пусто, друзья, пусто. Ладно. У нас еще целый участок продольников, но это уже будет после избушки. Надо высушиться, погреться. О, налимчик, вот он налим. Он, наверное, был уже тогда, да? Я не помню. Я тоже не помню. Ладно. Пусть болтается вместо живца. Я уже окоченел, надо согреться и растопить избу и все такое. О, ну слава тебе, Господи, приехали. Бу-у-у-у-у. Давай сначала резьбу растопим, потом вещи перевезем, да? Солодки лишние покидать. Это тоже нафиг. О, кусочек ушел. Садок. Стиральную машину привезли. Так, ствол возьму. Масло возьму. Бензин. Бензин где полтораха? Где-то, не знаю. Воду надо взять. Так, в общем, вот наш улов. Окунь, сег, 2 налима и щука. Ну и то хорошо. Уже не пусто. Если так вот рассудить, есть и уха, и малосолка. Все сушить это, наверное. Подымем, да? Да. На растопку. Суснячок. Малолетки. Все-таки хорошо, когда есть навес. Да, вроде небольшой, а видишь, спасает. Это навес был сделан, знаешь, по какой вообще этому? Ну, по какой причине? Для веранды? Нет, не дрова складывать, ничего. Я Сереге сказал, он же не курил. Я А, говорю, с навесом сделал, чтобы я вот так вот вышел. Дождь идет, не идет, чтобы я покурил. А чтобы в избе не курить. Чтобы в избе не курить, да. А сейчас бы уже не сделал, да? Сейчас бы, может быть, Не, все равно что-нибудь да сделали бы, все равно. Тут сейчас это, мелкие гвозди опять привезли, да? я так-то Сереге говорил. Я говорю, у меня нету дома гвоздей. Ладно. Сереге надо сказать, чтобы купил сегодня же Да. 80-ку или 70-ку даже для туалета, для этих шилевки. 80-ку, наверное, самое то. 50-ку, да. Он, чехол ружья. С него капает, мешает, наверное, да? Пока, потом поставим, пока топим уберу. Этот-то взяли, да? С него аж течет. Залу-то снять взяли. Залу, да ладно уж потом. Или сейчас давай сразу уберем, пока не растопим. Ну, чем? А, совок не взяли. Сейчас согреемся, если что. Завтра потом печка не погаснет у нас. Ладно, разберемся. А ничего страшного. Скоро будет тепло, быстрее бы. Дрова-то хоть и сухие, а на улице были чуть влажноватые стали. А щепочки такие. Кидать, чтобы разгорелось хорошо. Печка, наверное, еще остыть не успела после нас. Сколько денек отдохнули и все, хорош. Ну да. Сейчас пойдем посмотрим, сколько градусов за бортом. Термометр. Так, 0. Тут -1 показывает даже, Сань. А я же сказал, что -1 будет. Даже -1 показывает. Я сказал, что будет -1. Бррр. Ну, китайский может и врать. А что врать-то? Так если снег-то он не тает. Конечно. Снег не тает, да. Снег таял. Все, сейчас мальков в тюрьму. Садок. Вещи сюда.
греемся, сушимся, обедаем, да? И потом уже до темноты проверяем оставшиеся продольники, которые на этом участке. У меня голос опять пропал, блин. И сколько там осталось? 4 удочки. 4 удочки. Возвращаемся. И все будет хорошо. Что не говори, а как прекрасно все-таки избушка, даже из досок, да? Мы были замерзшие, я, правда, еще и там до сих пор не согрелся. Вон, Санек уже разделся. Растопили, все, окна сразу запотели, все развесили, все сохнет, вся одежда. Вон, не знаю, видно, не видно, сейчас дверь приоткрою. Вот так вот, сохнет чехол, вся одежда сохнет. И самое главное, топится печка. Мы сейчас все подогрели, и сегодня у нас на обед вот такие вот спагетти с котлетосами, хлебушек. Я не понял, что-то на столе не хватает, кажется, да? Наверное. Сейчас это надо исправить, иначе и так болеем. А если еще вообще ничего не достать, то вон, смотрите, какая на улице погода, это дрянь полная. Веревочка наша пока еще пустая, без уток. Надеюсь, завтра эту ситуацию мы исправим. Так, где тут Валентина Васильевна? Так, туалетку заносим. Цепочка, хлебушек пока пусть здесь. Так. Вот она. Вот она. Остальное пока пусть будет здесь. Потом разберемся. Вот он. Сегодня мы будем алоэ вера. Сань, Ой. сегодня не рыбацкий напиток, сегодня у нас будет алоэ вера. Ну тоже хорошо. Что? Алоэ вера, вот такой вот напиточек. Валентина Васильевна сказала, не мерзните, маленькую чарочку всегда грейтесь, иначе заболеете. Мы следуем этому совету обязательно. Вот так вот, по чуть-чуть. По чуть-чуть. Как это Шурыгина это говорила, чуть-чуть. Все, приступаем к обеду. Пообедаем, перекусим. И опять на речку, до темноты надо успеть проверить продольники, поменять живцов, тряхануть удочки, чтобы завтра клюнуло. Что-то вообще по реке с мужиками поговорили. Ни на что, ни на невод, ни на удочки, ни... Вообще рыба куда-то ушла, рыбы нет. Ну, без рыбы мы все-таки, я думаю, не останемся, да, Санек? Ну нет, конечно. Мы уже не без рыбы. Да. Все. Обед. Блин, до сих пор этот кашель не прошел, собака. Ну что, друзья, немножко отогрелись. Процентов на 10-15 даже подсохли немножко. Одели не совсем сырую, а немного такое влажное одежду. Потому что времени сохнуть больше нет. Снег как валил, так и валит. В общем, выезжаем проверять вот наши продольники на налимов. Поехали посмотрим вместе, что у нас там. Верхние участки дали нам 2 налима. Здесь, я так думаю, парочку тоже возьмем. Дай бог. Должны там. Как ты там называешь продольники? На морскую рыбалку, на тунца. Изба топится, сохнут вещи. Весь хлам убрали, так что лодка будет полегче. Так что все будет хорошо. Поехали. Вильсмуна, лучше так перешагни, выедем. Даже так и хотел. А то Рома у меня как-то весной с весновки толкается, нога скользит, бац, коленями, бля, был.
Лишь бы ветра не было. Но хуже всего, когда ветер задним ходом, вода может захлебнуть. Вильсмана, убери там, что мешается. Термос тоже. Сачок сразу приготовим. Сильно он сейчас не мешается. Что потом. Я стоял вот тут и сидел. Глубина порядочная, 4 метра, наверное, больше, да? Натяжка есть, вижу. Чем натянула, правда, не знаю. Но натяжка неплохая. Походу там налим или коряга, я не знаю, что такое. Но натяжка просто обалденная. Что-то интересное. Или это что? Хламом, что ли, накидала? Маленького налимчика вижу. Второй маленький. Не, смотри, хламом накидала. И натяжка такая, как будто это. Два маленьких налимчика. Но они пойдут в качестве живца. Налимчик здесь один. 3 маленьких налимчика. Один, походу, уже. Вот этого, наверное, придется снять, да? Что-то он, мне кажется, в качестве живца не пойдет. Или пусть висит, да пусть висит, живцов нет. Ладно, друзья, пустой продольник. Засыпала просто немножко, аккуратно так, потихоньку натяжку давай. Тут груз вообще полтонны. И маленький налимчик тут есть. И никто его не съел даже. И все пустые, да, здесь? Все пустые. Видать, были мальки, посрывали кто-то. Ну, пусто. Пусто. Пустой продольник-то пустой, но вот, во-первых, все живцы съедены. Во-вторых, вон. Один крючок просто разогнут, видишь? Налим был, и не маленький налим, крупняк. И разогнул крючок. Качество крючков желает быть лучшим. С этой стороны. С этой стороны неудобно. Тоже засыпала? А мы сейчас перекинем, если что. Тихо-тихо, мне колесо зоркать. Не, я же... Короче, 15 минут потерянного времени, и вот итог. Все-таки продольник порвался. Минус 1 продольник. Надо запомнить место. Нет, был бы другой груз, да? У нас нет груза, да? А почему? Подкладка-то есть ведь? А? Подкладка-то есть. Закинуть сюда, да и завтра кошкой. А, ты не Эти-то короткие. А у меня черный пакет у меня где в бардачке, а там желтая веревка есть. А, он думает, в бардачке? Да. Давай это, завтра попробуем, что, пока не уплыли. Чертов кирпич, блин, засыпало, у меня руки закоченели, пока, блин, дергал. Еще 5 продольников осталось. Тут тоже что-то на дне, блин. Налим, что ли? Ну-ка, сачок приготовь. Да, налим. Он, походу, уже кирдык. Или нет? Но хороший налим. Килограмм 5. Не кирдык, нормально. Живой, да?
Живой. На налима, видишь, маленького налимчика опять попал. Ну-ка покажи вот это, пока если видно что-то. Сейчас даже фонарик зажгу, если что. Классные жабры сейчас полностью. Он живой еще сам. Я тебе говорю, да. Янцикадан. Этот хороший. 5 не 5, но 4 есть. Вот он. Вот он, друзья. Видишь, даже хвост поднимает. Он живой. Напрочь живой. Вот. Да, живой, живой. Маленький налимчик вон какой. Сантиметров 25, наверное. И на него опять хороший налим килограмма на 4. Полностью живой. Притворился, гад. Так что мы тебе сделаем реанимацию. И будешь ты у нас еще на веревочке. Если сдохнешь, смотри, съедим. Вот Янцикадан. На улице темнеет уже. А у нас налимы клюют. А не сняли бы, за завтра мог сдохнуть, да? Может быть. Он уже устал, потому что. Ладно, отцепляю, пока насаживать будет тогда. Вот так, друзья, Янцикадан. Третий налим сегодня. Пока самый крупный. Килограмма 4, наверное, точно есть. 3,5 по-любому. 3,800, во. Второй продольник самого нижнего участка. Второй из 5. Не знаю, сможем ли мы проверить. Второй-то сможем. А дальше получится, не получится, я не знаю. Я не знаю. Не, один-то я еще вон тут рядышком видел. А вот еще два я хрен его знает. Уже стемнело. Совсем ничего не видно. Совсем ничего. Здесь пусто, друзья, пусто. Ну вот, друзья, нашли мы все 5 продольников. Дождь, снег прекратился. Вышла вот такая красавица луна. Полнолуние. Поднялся небольшой ветер было, но тоже стих. В общем, у нас, друзья, вот такой улов на этом участке. Вот такой вот здоровяк налим. Килограмма на 3,5-4 где-то. И все. Удочки проверять уже не будем, потому что в темноте можем порвать другие удочки. Проверим завтра утром. Ничего страшного, там все равно ничего не клюет. Едем в избу, греемся, сушимся, отдыхаем. И завтра с утра все начнется по новой. Погнали. Так, друзья, вот у нас 2 дружка. Все, снимает уже. 2 дружка у нас уже привязаны, которые на верхнем участке были. Вот они. И сейчас мы им туда за компанию старшего брата еще привяжем. О, Старшего братишку, чтобы им было веселее плавать. Так, лишь бы. Я все боюсь, что они убегут. ничего они не убегут. Так. Вот это сюда. Ты мне скажи, как они вот убегут? Перегрызут веревку. Да нет. Надо кукан бы с проволоки или с тросика, как нормальные люди делают. Так. Как вот тут? Пофиг как. Да пофиг уже, что. Этот бы умер, если бы мы сегодня не проверили. Чуть-чуть ведро пониже спусти. Иначе. А? Ведро пониже спусти. А. Я говорю, если бы мы этого не проверили, он бы сегодня скончался, наверное. Ай, ай, отдай. Вот такой здоровяк у нас. Лишь бы веревку не перегрызли. Да не перегрызут, не волнуйся. Вот, их уже 3 человека. 3 человека. 3 брата. Да, 3 брата. Средний, младший и старший. Янцикадан. Уже не зря, да, Сань, приезжали? Ну, да. Чё? Уже не зря, Сань. День заезда, у нас уже улов 3 налима. Шикарно. Вот такая вот троица. Ладно, плавайте, братишки. Живите. Живите долго и счастливо.
Живите долго и счастливо. Так, сюда надо как-то вот так вот намотать, чтобы И на четвертую он тоже. не было Как, беды. как говорится, несчастного схода. Да. Веревка просто короткая стала. Вот так вот. Надеюсь, не уплывут. Да. Уйди уже чуть, да? Нормально. Надеюсь, все будет как надо. Все. Живите долго, счастливо, дружно. Ну а мы пойдем. Там 3 рыбки. И здесь щука, сижок, окушок. И даже маленький налимчик. Все. Пошли. Встречаемся в избе. Да. Да. Запасная батарейка. Вот Так и мы не вспомнили, что мы хотели сказать Сереге. что мы забыли купить. Я не знаю, ты говорил, сегодня срочно надо Сереге позвонить, сказать, чтобы купил свои. Сереге я тебя хотел. А, кукан может, нет? Да, Не кукан. Сереге Осипову. Я понял. Кукан, ты мне про кукан вчера говорил. Это эти веревки несерьезные, я так думаю. Ты говорил, что сегодня же Серегу надо отправить в магазин. Че, не помню. Надо записать. Яйца, растительное масло нет, есть все. Из Нет. продукта вроде бы. Не из продуктов вроде бы что-то. Гвозди. А, гвозди, да, 80-ки. Точно, точно. У тебя память получше. Это как в анекдоте, да, Василий Иванович говорит. Мне кажется, что у тебя носки, говорит, больше воняют. Тьфу, Петька, так я и живу дольше. Грибучий кашель, блин, когда он пройдет, а? Когда он пройдет, а? Я и так лечу, и это лечу, и, блин, никак не проходит. Рыбацкий, вся надежда на тебя. Больше этот кашель вылечить никак. У вас никого там кашля нет, если что, тоже вот лекарство. Еще не успела настояться. Только черемуху закинули. Свежий вообще продукт рыбацкий вообще. Даже настояться не успела. Так, я половиночку. Ты тоже, да? Я половиночку. А у тебя налито? Да. Ну что? Я всегда половиночку. Какая бы ни была стопка. Подводим итоги сегодняшнего дня. День заезда. Ну как можно сказать. По большому счету мы отсюда уже не выезжаем с 9 числа. 3 дня здесь, день дома. 5 дней здесь, день дома. И вот мы опять здесь. Не знаю, как получится, но пару дней, я так думаю, здесь поживем, посмотрим. По крайней мере, день заезда у нас с Настей уже сработали. 3 налима на месте. Чё, нормально. Главное, не пусто. Было бы вообще везде пусто, конечно, настроения бы не было. Тем более уток нет. В основном-то, основная цель-то это пострелять уток, добыть уток. Рыба так второстепенно как бы. Ну, как второстепенно. Сейчас тоже ударят морозы, пару ведер можно и заготовить как бы на зиму. Этого вполне достаточно. Так что Мне столько не надо. будем стараться. Вы кушайте. Мы едим каждый вот то, что сейчас я достану. То, что вот свежую рыбу белую мы приносим, ее уже практически нет. Ну, потому что по 3-4 рыбы за ужином с картошечкой жареной мы съедаем просто напрочь. На ура. Вот первый раз я Сижу. принес сковородочку, пожарила супруга, поели и все. С первого раза у нас уже ничего не осталось. Со второго раза там, не знаю, может быть там 3-4 рыбки осталось и все. И окуня тоже. Нет, в смысле белые рыбы. Белые рыбы, да. Нифига. То это и есть. А вот белые осик-хариусов уничтожаются сразу, блин. Щучка, на щучку Роме это на проводы сейчас оставим солененькую тоже. Рома щуку вообще обожает. Так что дома не сидим, лечимся. Сейчас выпьем, расскажу одну историю. За ваше здоровье, друзья. Вообще, то, что с прошлого выезда, с прошлой поездки, я уже говорил, он лечился, принимаю противовирусное ингаверин или ингаперин, ну ингаверин, что-то такое.
От кашля. Сейчас дома день был. Даже эти ингаляции делали, как его. Ну, блин, забыл, как это аппарат называется, короче, трещит и вышедший это. Имбалайзер, во. Короче, этим дышали. Все нормально. Потом думаю, ну, вдруг это ковид. Ты, конечно, не дай бог. А я лучше вызову врача, тем более вчера ночью поднялась температура до 38, колотила, мерзла, как будто, ну, неприятно было. Вызвали врача утром. Я сбил температуру, потом в пот кинула. Врач пришел, вызвали в 8 утра, пришел врач в 5 вечера. 5 вечера, наверное, представляешь? Не, ну а так у нее, допустим, в больнице же до часу прием, Ну, наверное, потом да. разъезды. Может быть, да. Ну, фактически, вот утром вызвали, она пришла где-то вечером. Это всегда такая фигня. Пришла, все, разделся до пояса, послушала спереди, послушала сзади. Угу. И назначила лечение мне на пару тысяч, наверное, там антибиотиков, там одних, других, третьих. Не посмотрела. Я-то думал, вдруг ковид, да? Отправят там на анализы, там проверить мазок, там анализы на ковид, думаю. Ничего подобного. Мало того, что она кроме послушала, даже не посмотрела горло, хотя я жаловался, я говорю, вот боли в горле, глотат боль, покраснение, я говорю, здесь вот все болит. Бесполезно. Так что я так думаю, отправляют анализы на ковид только тех, кому уже эти анализы не нужны, которые уже при смерти, наверное, он уже еле там последнее телодвижение делает, их отправляют, чтобы доказать, что это от ковид, наверное. Потому что не за себя страшно, не за себя обидно, как бы, как говорится, ну, Бог даст, вылечусь, нет, так нет, что теперь. Просто если на самом деле это ковид, допустим, дай Бог, конечно, это сколько людей я могу заразить, получается, да? Ну да. Я же, ладно, там по магазинам не шарохаюсь, блин. Здесь, скажем, ну, если бы ковид был, вы с Серегой, наверное, уже давно уже тоже загремели бы, правильно? Хотя Серега говорит, я переболел. Я так думаю тоже, я переболел. Иммунитет, по идее, должен быть. Ну я, по идее, вроде тоже переболел. Я так думаю, ну, хрен знает, что такое. Будем надеяться, что это просто обычный бронхит с гайморитом, и бог с ним. Будем лечиться, дай бог, выздороветь. Нам еще первый лед открывать пора, не гоже. Кстати, кто спрашивал про Ивана Григорьевича, этот ролик, конечно, выйдет немного позже. Всем говорю, привет я передаю. Вчера созванивались, Иван Григорьевич в санатории с супругой в Кирове. Ой, в Кирове вроде он сказал. Или здесь. Где соли-то там. Ну, конечно, погост. Ну, где-то там, блин. Блин, не буду врать, ну, короче, в общем, в санатории лечится, говорит, парафиновые ванны, массажи там, тудым-сюдым, говорит, ну, нормально, говорит, отдыхаем, вдвоем живем в отдельной палате с супругой, комната такая, говорит, процедуры днем, тудым-сюдым, вечер проводим, говорит, ну, человек отдыхает, человек, как говорится, укрепляет здоровье, поправляет здоровье супругой, ну и это хорошо, пусть отдохнет сколько можно. Все дела у него сделаны. Впереди первый лед, как бы с Иваном Григорьевичем говорили, говорит, кто-то должен ему привезти пластик на ПНД, на лодку с вентилятором. И говорит, как только приеду, Геннадий, сразу мы садимся в лодку и едем покорять первый лед. Независимо от того, будет река открыта, закрыта, курюшки будут закрыты, мы поедем, надеюсь. В ноябре-то все-таки, я так надеюсь, что лед-то встанет, ешкин кот, блин. Сколько можно. Кстати, уже минусовая температура, снег, что падал, он уже покрылся корочкой наста. Небольшой минус, а где-то -1, -2 на земле, возле реки, может даже и больше. Лодка, наверное, вся во льду завтра будет. Ну да, слони-то хотели убить. Да, и забыли. Ну что, ну сейчас снегопад прекратился, Ну да. полнолуние. Вообще нормально, вот целый день поливал, и сейчас все прекратилось. Сколько время? 6:30. 6:30, 2 часа, как уже сплошная темень. Приготовили дрова, напилили березы на ночь, сушняка на растопку. Сейчас поужинаем. Баю-баюшки-баю.
Как-то вот так вот прошел сегодняшний день, день заезда. Как бы то ни было, мне это нравится. Наверное, тоже, да? Че? А что дома сидеть? Дома сидеть, да, как бы. Основная цель, конечно, заготовить немного уток. Я-то Хотя- по планам хотел сегодня еще дома отдохнуть. Думал в среду. Потом. Думал в среду. Ну, я же думал, что ты с Ромой поедешь. Но Рома, да, остался, потому что у супруги уже послезавтра день рождения у Валентины Васильевны. И сказала: Романа, оставь мне, потому что мне надо ездить в магазины за продуктами. Тудым-сюдым. Рома говорит, мне нужен. Ну, Рома остался, и вот, ну, Санько, поехали. Ну, один продольник потеряли. Приехали бы завтра, потеряли бы, возможно, больше. 2-3 продольника, потому что засыпает, песком засыпает. Ладно, ничего страшного. Так что как-то вот так, друзья. Кушаем, ложимся спать. Понемножку, буквально децл, чисто символически. Не думайте, что сейчас мы будем здесь кушать. В смысле рыбацкий. Мы будем его просто немножко чисто в лечебных целях. Для профилактики ОРЗ и других простудных заболеваний. Ну, да. Так что, друзья, всем пока, всем до свидания. Встретимся завтра утром. И надеюсь, оно будет прекрасным. Всем пока, друзья. До встречи на канале Конь Рыбак.